привет! С нами сегодня Ольга Кан. Мы находимся в клубе «Реактор», где записываем интервью специально для телеграм-канала Mayhem Facts and Quotes. Это не просто девушка. Перед вами основательница one-man black metal проекта Wizardland, а также участница, сонграйтер и композер многих метал-коллективов, которые обязаны ей своим звучанием. Привет! Привет! Засмущала. В интервью будет 10 вопросов. Вопросы все эти будут касаться тебя как личности, твоих замечательных проектов. Ну и один вопрос, как всегда, будет касаться группы Mayhem, потому что именно ей в массе своей посвящен наш канал. Итак, в сердце темноты, где рождается истинный хаос. Вы ведете женский one-man black metal проект. Одно только это заставляет меня проникаться к вам большим уважением. А какие творческие преимущества дает сольная работа и, наоборот, с какими сложностями вы столкнулись на пути? Ой, ну тут такое дело, как и у любой медали, две стороны есть. То есть есть свои минусы, свои плюсы. Мне так как бы больше всего комфортнее работать в одиночку, решать, принимать решения за какие-то важные вещи. Ну и так исторически сложилось, как-то так проще и в процессе записи, и вообще. Вот сейчас у меня есть свой концертный состав, но он больше такой как бы сессионного формата, то есть мы работаем, я ребятам помогаю, они мне, и как бы не вмешиваемся особо в проекты друг друга, то есть так, у каждого свое детище, за которое каждый отвечает, и вот в таком формате как бы наиболее удобно работать. В чем-то сложнее, финансово, понятное дело, хотя на самом деле в группах не факт, что проще финансово. То есть здесь все зависит от людей, которые участвуют. То есть если у всех горят глаза, все готовы там вкладываться и положить свою жизнь на музыку, то это как бы одна история. А ну, как бы есть коллективы, где, так скажем, 50 на 50 люди приходят просто по фану, и как бы, ну, тут их никто не может осуждать, потому что это жизнь. Вот. Но в таких проектах тоже не сильно легче, чем одному. Опять же, какие-то споры могут быть в плане аранжировок, в плане подхода к промо. Как по мне, так проще собраться силами в одиночку, обдумать все, выписать все плюсы, минусы и уже взвешенно принять решение, чем спорить, пытаться переубеждать кого-то и тратить нервы, силы на это. То есть, вот. Но как бы у One Man Project помимо этого какие еще могут быть трудности? Да у нас в принципе трудности. Постоянная экономическая изоляция, финансовая изоляция. То есть, конечно, трудновато отсюда писать, работать. Ну и дальше я не буду комментировать, чтобы не присесть, поэтому... Вы работаете одновременно над Melodic Death проектом Monumentum Damnatio, Symphonic Death'ом Лайфу Нерзул, Depressive Black'ом Заря и этническими каверами. Как вам удается переключаться между такими разными жанровыми направлениями и какой именно жанр вы бы выделили своим любимым? Ой, переключаться довольно трудно, не без психических потерь, так сказать. Ну, мне нравится металл во всех ипостасях. У меня еще есть свой Dark Ambient проект. То есть я в этом плане очень многожанровый человек. И так получается, что ну, я сажусь, допустим, писать альбом или треки вот с определенным настроением. Чаще всего там для какого-то одного проекта. Потом я в процессе понимаю, что ну, не совсем оно подходит ни по теме, ни вдохновение уводит куда-то в другую сторону. И, ну, у меня, в принципе, есть проект под этот жанр, я музыку туда перекидываю. Либо сажусь писать что-то, абсолютно не знаю что. Хотя чаще всего у меня есть тактика, но бывает, что я ее не придерживаюсь. Пишу и понимаю, что... ну, пора новый проект создать. Это вообще никуда не подходит кардинально. То есть, ну, как бы с точки зрения, наверное, промо было бы логичнее все собирать в один проект и прям вот весь упор делать на это. Ну, я как-то так немножко не могу по отношению к слушателям, опять же. То есть, когда человек ждет, ну, условно говоря, какой-то блэк, пусть даже там, неважно, фолк, атмосферик это или такой сырой блэк, все-таки как-то немножко странно было бы ему подсовывать там какой-нибудь дедкор или поп-рок. Там, ну да. Поэтому
стараюсь и по тематике немножко разделить. То есть Monumentum Damnati, он такой более про хоррор, про какие-то такие философские темные вещи, а Land, он больше про фэнтези, про, ну, в том числе и про темное фэнтези, но больше такой с эпическими нотками, такой в духе Summoning ближе, Viking Metal, может быть, вот уклон такой, Pagan Folk туда, Dungeon Synth, то есть что-то такое средневековая какая-то культура. Вот. В Нерзуле там, ну, понятно, варкрафтианская тематика. Вот. И, конечно, там я просто строю зиккураты нещадно. Вот. В своем основном проекте, как раз Wizardland, вы раскрываете всю полноту и разнообразие блэк-металла как жанра, который может быть как тяжелым и сырым, словно освежеванное мясо, так и легким и мелодичным, как движение пальцем по ободку бокала. А что привело вас к этому жанру? Ох, ну, в целом, я слушаю очень много разной музыки. Последнее время не так часто я ее слушаю, но, скажем так, молодость прям прошла в метальном угаре. И как бы блэк такой был жанр, который всегда объединял определенные тусовки. То есть вот у нас были люди отдельно там трэшеры такие, ну, они там, понятно, разные могли послушать, но чаще всего упор там был на трэш-группы. Кто-то там слушал Dead. Но Black, в принципе, таким был плюс-минус универсальным жанром. Но мы как-то общались, и, в общем-то, Black объединял людей. Ну, как-то, может быть, это только у нас так получалось, не знаю. Но мне кажется, это такой универсальный относительно жанр, потому что его довольно легко миксовать со всем. То есть и где-то и хэви примешать, и спокойно в Блэке можно использовать чистый вокал, экстрим-вокал, можно использовать различные симфонические аранжировки, можно их не использовать. То есть он такой довольно-таки гибкий жанр, и в плане тематики тоже, то есть это не обязательно про сатанизм там и прочее. Хотя, конечно, сейчас меня осудят многие, что нет, это true. Вот, то есть Я больше за магию, вот что. Просто мистично-магичное. То есть, да, где-то это там и магия, и фэнтези, и такой довольно гибкий жанр, поэтому он близкий и в целом, ну и близок, наверное, к нашей культуре, то есть такой холодной, немножко в чем-то отрешенной, депрессивной, конечно же. Очень много пост-блэка, и я бы даже сказала, что конкретно прям это новая волна, вот это, ну как, уже не совсем новая, но это все равно ближе к модерн блэк металу. Вот блэк уходит немножко в такую плоскость, более постметальную, что-то про чувства. И как бы мне тоже трудно это осуждать, потому что люди пишут про то, что им близко, свои эмоции выражают, то есть, ну, это нормально. Я для себя как-то так плюс-минус решила, что мне интереснее писать про фэнтези-миры, про какие-то хоррор-миры, которые вместе с тем близки к нашему. Вот. Там абсолютно те же самые эмоции, те же самые страхи, базовые какие-то вещи человеческие. Просто они переданы через вот эту призму метафор, аллегорий и прочего. То есть, а кто-то пишет больше про человеческие эмоции. Я такое тоже люблю, то есть абсолютно любую музыку и тексты. Главное, чтобы в них была какая-то осмысленность, чувство, искренность, вот это вот. То есть она может быть как и в каких-то пафосных вещах, в эпических, в сражениях, в баталиях, в таких историях про воинов, так и абсолютно какие-то бытовые вещи. В них тоже может быть искренность, и это тоже нормально. Ну, он хорош, в общем, во всех своих ипостасях. Да. Вообще такой разговор про жанры от меня – это явление немного странное, поскольку мне самой, вот что в моем творчестве, что в том, что я слушаю, ближе death metal. Все его ответвления, brutal death metal, melodic death metal, а также deathcore. Black я слушаю в основном в живом исполнении на концертах. При этом я являюсь большой поклонницей одной конкретной black metal группы Mayhem, и которой, собственно, и посвящен наш канал. Я видела у вас в Instagram stories, где вы каверите Freezing Moon, играя на тальхарпе. Так что вам точно будет что сказать про эту группу. В целом, да.
То есть я, в принципе, люблю классику Блэка. Там и на Бурзума у меня кавера есть, и в разработке кавера там и на Диму Боргер, на всякие разные вещи. То есть кантели, это гильхарпа, флейты различные. Это мое одно из новых увлечений. Не могу сказать, что я прям супер эксперт. То есть, ну, может быть, где-то около 2 лет, около года я вот изучаю все это. Мне нравится. То есть, во-первых, это какая-то своего рода релаксация, медитация, выйти в лес, потрынкать, то есть, ну, преисполниться вот этим всем. Ну, и как бы Mayhem для этого хорошо подходит, то есть вот эти вот прям акустические переборы, они просто созданы были для кантеля и вот этого всего. То есть, ну, в принципе, вот Норвегия, Финляндия, вот это скандинавское все, оно плюс-минус где-то рядом, и вот это чувствуется и в инструментах, и в атмосфере, в музыке, в музыкантах, которые там, то есть как бы слушаем, уважаем, любим. Ну, да, приятно знать, приятно знать. Может, что-нибудь про историю группы знаете или только сама музыка? Ну, вообще, это просто короли промоушена. То есть сейчас, наверное, это вряд ли прокатит, там, спалить пару церквей и кого-нибудь порезать. Тут же Евронимус, как бы, да, мир ему, пухом, прахом, тоже респект ему, несмотря на то, что вроде такая личность была, ну, как бы, своеобразная и разные мнения относительно его, там, что пафосный говнюк там и так далее, либо наоборот, супергений. Ну, можно по-разному как бы относиться, вот, но уважение он достоин однозначно и оставил мало того, что после себя вклад как вот со своим проектом, так и, в общем-то, с этим дистро, с лейблом, магазинами, то есть прочим, ну, как-то помогал тусовки не затихать. Не знаю, что из этого там правда, что ложь. Как бы это мы можем только так по слухам уже рассуждать. Но как бы я думаю, половина из этого как минимум правда, поэтому ну, большой респект. Вот. Но, пожалуй, все-таки не о них. Вы работаете с людьми по всему миру. Это Греция, Германия, Франция, даже Бразилия. Можно сказать, продвигая... Стремно прозвучало, правда. Да. Никакой дискриминации бразильцам. У меня там самые лучшие фанаты. Да. Можно сказать, продвигая таким образом нашу страну на музыкальном метал-поприще. Уже чувствуете себя знаменитой? Ой... Ну, на самом деле, у меня как-то так исторически сложилось, что основная часть промо направлена за границу. У меня какое-то всегда такое было мнение, что так если за бугром узнают, так и тут потихонечку потянутся. Вот примерно как с Сепультурой. То есть ребята абсолютно не были популярны у себя в стране, а потом такие резко выскочили в мир. И, так это наши местные сразу говорят. Ну, то есть вот, по факту такой подход был. Ну, сейчас я, в принципе, стараюсь и здесь немножко посвятиться и чуть-чуть за бугром. Ну, как-то у меня так и работа связана с тем, что больше с заграничными проектами работаем. Потихоньку помогаем продвигать и свои проекты, и вот проекты знакомых. То есть со многими лейблами общаемся, где-то я посоветую, там, ребят говорю, вот там отличный проект, вот Хилью там советовала, не знаю, написал им лейбл, не написал, ну, может, еще вот напишет. То, что есть вот у нас материал, есть такая страна, как бы не бойтесь с нами работать, как бы очень у нас ответственные группы и в сравнении ленивые немножко заграничные многие группы, потому что, ну, они живут в изобилии, у них есть все, там, условно говоря, студии, там, инструменты, все это плюс-минус доступно, бери, делай. Вот. У нас, чтобы получить свой первый инструмент, надо продать просто последние почки там, и, ну, условно говоря, понятно, разные там семьи, разные случаи бывают, ну, так, обобщим, скажем. В мое время так и студии не всегда найти было можно. То есть как-то видишь такое в толпе человека в мерче, подходишь,
О, ты слушаешь их, о, и ты тоже, и такие, как две обезьяны друг на друга, о. А потом, если еще выяснится, что это музыкант, ты его трясешь за грудки, как ты играешь, где ты играешь, покажи, отведи меня туда. Ну, то есть, такое даже было. И превозмогали, и те, кто, наверное, вот это прошел время, очень немногие готовы были там сдаться и завязать, то есть держали группу до последнего и прям что-то старались сделать. Ну, у нас ответственные группы, ну, немножко бытовуха разрушает вот это все дело, ну, куда без этого. А так, всем советую и лейблам, и говорю, работайте, вот есть такая музыка, такая, то есть все, что нравится, все скидываю, и вот, в общем-то, немножко стараюсь продвигать. Вот сейчас, в общем-то, лейбл итальянский, с которым вот работаем, Slytherin, будет издавать вот второй альбом на дигипаках. Они также издают вот Bad Tower, Snitch активно. Причем, я так понимаю, уже давно они издают их. То есть, вот, ну, интересно, как бы, такая есть, приятна такая лояльность, вот, несмотря ни на что. Поэтому, ну, по мере возможности стараемся продвигать как есть. Это здорово. Это всегда хорошо, потому что, как мы говорили в нашем спешле, который вышел 4 сентября, чтобы напомнить вам о 31 еще августа, говорили мы об этом с основателем канала Бугурт, свое никогда не хуже, чем чье-то зарубежное, да, поэтому поддерживайте свою локальную сцену обязательно, даже просто лайками в социальных сетях вы очень сильно будете помогать этим ребятам, потому что они стараются именно ради слушателей, именно ради вас. Как раз не отходя от темы усердной работы, про так называемый work-life balance, как вам удается, будучи занятой в стольких проектах, держать баланс между обычной жизнью и метальной жизнью? Никак не удается. Люди, не делайте такие ошибки никогда. Занимайтесь своей жизнью, здоровьем обязательно, потому что, ну, с высоты уже прожитого скажу, что здоровье все равно должно быть на первом месте, первостепенно, и сначала здоровье, и потом уже все остальное, потому что, ну, не будет его, уже невозможно будет так активно заниматься музыкой. Поэтому, ну, у меня специальный режим дня, режим питания, сна, то есть я в этом плане, я вынуждена была стать таким педантом, потому, вот, и приходится как-то так и работу чуть-чуть ограничивать, и чуть-чуть где-то притормозить, но, конечно, во время записи мне это практически не удается, то есть я там могу уже сутки напролет сидеть, что-то писать, записывать, потом понять, что, все равно фигня, перезаписать все с нуля, то есть в таком плане, ну, не особо я, скажем так, умею все это балансировать, хотелось бы лучше, вот, ну ничего, все еще, надеюсь, впереди. Ну, это хотя бы того стоит. Надеюсь. Вы прошли путь от концертов в рокер-бар до организации собственного фестиваля и работы на западный рынок. Как вообще, по-вашему, изменилась белорусская сцена, начиная с 2012 года? Вот здесь важно, опять же, сказать так, чтобы не пересесть потом. Было тяжело всегда, скажем так. Но последнее время еще тяжелее. Когда кажется, что хуже уже быть не может, всегда находится нововведение, которое доказывает нам обратное. На самом деле здесь, наверное, важно такое позитивное мышление всегда сохранять, то есть думать, что это так, ну это можно, в принципе, вот так использовать. И все, потому что как только я задумываюсь о том, что чем дальше в лес, тем интереснее, тогда вообще просто хочется все это кинуть. И буквально вот в последнее время я постоянно это думаю, то есть постоянно какие-то жопогорения происходят. Ну, искусство как бы такая вещь, это как ребенок, в общем-то. Он может быть там где-то немножко кривоватым, косоватым, но он как бы твой, и ты его любишь просто несмотря ни на что. И понятно, там собирать его в школу дорого, выводить в люди его дорого. А надо, ты же его не кинешь под забором, там, ты его любишь, и любишь тех, кто с ним рядом, его друзей, его
поклонников. То есть с любовью относишься к этому делу. И главное, конечно, с холодной головой к этому подходить, потому что, ну, иначе нельзя, иначе это быстро перегораешь, и просто дальше это делать невозможно. То есть уже заранее, если ты решил, что ты готов положить жизнь на это, тогда делай. Если как бы не готов, то лучше даже не начинать, потому что это потом будет просто... В лучшем случае разочарование. Надо четко для себя понять, вот, стоит оно того, не стоит, и делать. Вот. Как-то так. Да, ну, пускай на такой не очень хорошей ноте с этим вопросом разобрались, но это как совет, как назидание, вот, делать, несмотря ни на что, и если есть силы, если разумно их оценить, делать, просто делать. Хорошо. Как раз вопрос про увлечение этническими инструментами, вы там говорили про это. Оно ведь не совсем обычное занятие для металлистов, ну, не беря в расчет отдельно жанр, наверное, фолк-металла, который для этого и предназначен. Планируете ли вы полноценно интегрировать их в основной проект Wizardland? Или, может быть, в другие проекты, которые тоже ведете? На самом деле, как бы такой жанр, опять же, вот вернемся вот к Блэку, он просто многогранен, и интегрировать в него можно вот все, что угодно. То есть как-то так исторически тоже сложилось, вот, допустим, там, Батори, вот такие коллективы. Мне всегда было сначала непонятно, а потом понятно. То есть я искала какие-то вещи, которые делали звучание особенным. То есть как бы клавиши. Там. Это уже была такая немножко новая ступень. Так, интересно. Тут вот такие оркестровки, тут уже дудки какие-то. Ну, это уже вообще просто песня, это сказка. Вот. И чем больше таких многослойных инструментов находилось, флейта, такой, а так можно было? Да, наверное, можно. И такой изучаешь, такой, понятно. Потом, ну вот пэган различные, ой, ну это же просто сказка. Ну и как-то так получалось, вот чем больше для себя открываешь вот этих новых инструментов, тем больше в них влюбляешься. Ну, мой любимый инструмент — это тромбон, так вот исторически тоже сложилось. Обожаю. Ну, вообще все духовые обожаю, это прям просто. Вот любую группу слушаю, есть тромбон, все, вы меня купили с потрохами. Даже какой-нибудь, ну, там вот скапанк, вроде не близкий жанр, ну, такой, так, подождите, я послушаю сейчас исключительно духовую секцию. Классно, интересно. То есть, ну, почему нет? Люблю различного рода оркестровочки и все это. То есть есть какая-то мелодика у группы, есть оркестровочки, все. Мне уже дальше там не важно, что там, я с удовольствием послушаю. И как-то так получалось, что добавляла, даже в «Монументум Damnatio», вот во втором альбоме можно услышать или один, или два. Стыдно, конечно, уже не помню, вот если честно, столько всего было записано. По-моему, да, как минимум один трек с Кантеля, и даже Тель-Харпа там есть. Есть у нас там даже приглашенный музыкант из Бразилии, джазовый. Вот как раз на тромбоне он там сыграл. Очень интересно. И Бразилия, и тромбон. Да, в одном человеке. Надо в альбом впихнуть все. И тромбон тебе, и Кантеля. То есть интегрирую везде, где можно. И как бы, ну, вроде бы это звучит любопытненько, как минимум. Стараюсь привнести что-то, чтобы оно было как-то... Ну, уже понятно, новое изобрести трудновато, это такое дело. Ну, как-то немножко под новыми углами какими-то взглянуть всегда приятно. И, опять же, ну, у нас так вот сложилось, что в Беларуси и блэк, и фолк одно время очень популярные жанры были, просто самые популярные. Мы ругались, да сколько можно уже, да эти гиги по блэку достали, да сделайте вы хоть один думовый концерт. Дум вообще вымирающий жанр, и, ну, не только, конечно, и у нас, вообще в мире такой очень нишевый, конечно. Ну вот, все жаловались. Поэтому как-то так вот близко что-то на таком, что ли, уже таком этническом уровне, вот это в крови, можно сказать, вот эти все
фолк-свиристельки, это прям вот уточки в сердечке. Это вот. Маша. Идея для нового этого, как его, для новой петиции переписать гимн Беларуси в аранжировке black metal, folk black metal. Прям. Можно. Как минимум, да, коверочек тогда придется сделать. Сделаем это, сколько там, 20 лайков, и мы это сделаем. Нет, давай 50 лайков. 50 лайков, что нам мелочиться? Как минимум фан-клуб Бразилии поможет. Там как раз 2 участника, у каждого по маме. Наберем 50, нормально. Да. Я знаю, что серия игр The Elder Scrolls – ключевой источник вдохновения вашего грядущего альбома. Была ли задача создать именно саундтрек к игре, которого ей так не хватало? Или игра была скорее атмосферой, таким предлогом для разговора о смерти, судьбе и принятии своего конца? Ну, конкретно для меня это скорее больше как атмосфера была. Но своему звукорежиссеру я сказала: итак, Филиппос, у нас, в общем-то, такое дело. Нам надо сделать саундтрек к Скариму. Ну, ты понял. В общем, давай сделаем круто, чувак. Он: окей, и сделал. Не знаю, насколько круто. Ну, я, например, очень довольна результатом. Вот инструменталы, в принципе, мне кажется, теоретически могли бы быть частью игры. Мне понравилось, я слушаю. Спасибо. Вот. И как-то... Ну, вот так, да. А атмосфера прям, это очень. Я люблю даже иногда такой фигней позаниматься, несмотря на то, что у меня свободного времени, ну, просто 0. Но бывает такое, что я вот просто захожу в игру, иду в какую-нибудь вот конкретную локацию, да в тот же вот зал мертвых, сажусь на скамеечке каменной и смотрю. И просто смотрю вокруг. И вот это вот луч света пробивается сквозь вот эти вот залы викингов, вот это вот все, это вот нордическое, вот это вот, и такой сидишь, и такой, да, и такой, да. Так что, да, прям атмосфера это. Ну, я еще и картины пописываю, вот. Сейчас не так часто, как раньше, но стараюсь потихоньку, там, масло, акрил, все это. И у меня серия работ вот конкретно по Elder Scrolls, да, и по другим играм есть. Просто обожаю пейзажи, какие-то вещи. Ну, в общем, да, атмосфера вдохновляет очень сильно. Вот как-то так. Вы сами создаете обложки и клипы для проекта. Планируете ли вы использовать в клипах отсылки к конкретным локациям или квестам из игры The Elder Scrolls? Вообще, хотелось бы, конечно, но тут все дело упирается в то, что нет у нас таких локаций, к сожалению. Как бы можно прибегать к графике там или к аишному, естественно, прибегать не будем. Вот, но у нас есть атмосферные пейзажи, близкие к чему-то вот похожему. Даже есть похожие вот руины какие-то, вот это вот все дело. И там, где вот есть возможность, я прям обязательно, мы выезжаем, делаем и... Ну, такие, как вот мини-отсылочки, наверное, да. Как прям, конечно, референсы полноценные, то, наверное, нет особо. Там и как бы и в костюмах тоже можно некоторые отсылки видеть, но по факту они все равно не копируют полностью то, что есть. То есть такой намек какой-то имеется. То, вот, то есть просто атмосфера. Больше как, да, общая какая-то атмосфера, да. Вот, кстати, по поводу локаций. В интервью с группой «Травма», кстати, смотрите тоже на нашем канале, их фронтмен Дмитрий говорил, что они ходят по подземельям в Бресте. Они родом из Бреста, и в Бресте очень много подземелий. Вот, и там собирают тоже крылья мертвых бабочек, которые используют для своего мерча. Вот, мне кажется, там в брестских подземельях очень круто бы получилось. Ну, можно да, как-нибудь съездить как туда. Вариант, как вариант. Можно даже коллабу. Они же тоже играют Black's Dungeon Sync. Это да. Ну, мы вот общались недавно с ними для фильма документального, параллельно тоже снимая про Black фильм. Инсайды! Ловите инсайды! Вот, пообщались с ребятами, очень классные ребята, и на концерте потом в этот же день побывала прям незабываемая атмосфера. И то есть в последнее время не так часто выбираюсь на концерты из-за здоровья. Ну, как стараюсь выбраться, так выбираюсь, и прям очень удивлена была, насколько целый сет пролетел просто как несколько минут. Так, на одном дыхании очень интересно было. Да, конечно, подтверждаю. атмосферно. Тоже там была, да. Вот. Так,
можно немножечко на этом моменте эксклюзивчика добавить для наших зрителей по поводу готовящегося документального фильма. Что можете сказать? Ой, общаемся по мере наличия времени свободного. И так, ну, сложновато, конечно, ввиду моей загруженности все это делать, но очень давно была такая мысль, еще когда у меня был свой веб-зин, мы даже что-то начинали делать, но потом как-то 20-й год, потом еще пару лет все это как-то так, понятное дело, застопорилось. И, в общем-то, было интересно собрать вот творческих людей. Вот не скажу, что это прям вот в одном фильме все прям исчерпывающе можно сделать. У нас есть много проектов, много именно и как отдельных творческих людей, как и целых групп. То есть я думаю, это имеет смысл сделать в несколько частей, в несколько фильмов, чтобы вот показать, что вот мы есть. И не только по блэку, в будущем еще и другие жанры хотелось бы захватить. Ну, начать уже решила именно с блэка. Пообщались уже с несколькими проектами и очень много еще с кем предстоит пообщаться. Приблизительные какие-то даты уже есть? Да. Еще далеко до этого. Ну, теоретически хотелось бы, конечно, в этом году выпустить, но там уже как получится, то есть качество все равно на первом месте, первостепенно, и поэтому хотелось бы так смонтировать уже прям на совесть, выбрать самое интересное, где-то поменьше воды и больше таких вот интересных моментов, фактов, вот, чтобы уже все это как-то так интересненько презентовать. Ну, мы обязательно будем следить за этим, и все новости будем выкладывать в наш канал, вот, про съемки настоящего документального фильма про black metal сцену Беларуси. Это очень круто, и обязательно, как только он выйдет, посмотрите его. Посмотрите, вы не пожалеете. Я его еще не видела ни одного кадра отсюда, но я уже знаю, что он получится прекрасно. Спасибо. Что ж, я думаю, это потрясающая нота для того, чтобы завершить интервью. С нами была Ольга Кан. Все, спасибо за это интервью. Спасибо за беседу, очень, было очень содержательно. Да. Спасибо. Все. Я-то! Хотел, когда ты говорила, что блэк иногда мелодичный, как будто водишь пальцем по ободку. Я думаю, сейчас скажешь по ободку унитаза. Ёршиком. В мое время люди с ёршиками ходили на грандкор-концерт. Не, было время. Да, кстати. Еще, знаете, брали фен. Это все записывается, да? Мы обязательно TikTok-контент. Еще брали такой фен, туалетную бумагу, и вот так вот все. Да, и это все в зал летело. Люди такие в колготках. Вот знаете, Сагаториум проект. Вообще 1000 респектосов там. Группе, много было всяких классных проектов. Унитаз выволокли на сцену, ну кто помнит, с Алды, с вас по лайку. Унитаз на сцене там, кому-то вантус приклеили к лысине, ну простите, это такое святое дело, что называется. Вот это вот были гигосы. Гуталакс какой-нибудь. Во-во-во, да. Гуталакс, да, продолжает традицию унитаза. Да, это все с Беларуси началось. Мы первый унитаз на сцену доставали.